Но почему-то всех, кого я знаю, и те, которые далеко, их все будут, а умирать я приеду в Крым. А зачем в Крыму умирать? В Крыму жить надо, а не умирать, приезжать. Якубова Диляра. Самое важное, что я считаю о себе, это, пожалуй, то, что я мать 3 сыновей. И это для меня основополагающий фактор. Крым вообще в рассказах родителей всегда воспринималась как некая сказка. Она такая желанная сказка и, наверное, очень глубокая сказка, потому что, когда мы вернулись, ожидания от Крыма оказались такими, какими они оказались. И если многие воспринимали и до сих пор воспринимают Крым как море, курорт, то, наверное, каким-то образом родители донесли то, что это наша земля. И когда мы приехали в Крым, это было точно не приморские города, это были не красоты природы, это были села. И жизнь, которая была очень далека от совершенства, очень далека от комфорта, но она никоим образом не подвергалась никакому сомнению. То мы и не сетовали по поводу, какой этот Крым. Он без газа, он села, где не прописывали, и деревья не такие большие, если говорить о степном Крыму. И море ты видел только тогда, когда уже устанешь вечером и с родителями едешь, когда уже все поуходили, вот просто подышать этим морем. То есть вот они, мне кажется, родители смогли донести ту ценность земли, которая осталась и до сей поры. Что ценность не месторасположения Крыма, а сама его земля. Сама земля, где все поколения до нас жили, и где нам должно было быть суждено жить, и куда мы вернулись. Мне спустя годы кажется, что образование мне дало единственную вещь – умение избирательно читать, поглощать то, что мне надо, потому что я закончила факультет педагогики и психологии дошкольной. Оборачиваясь назад и вспоминая былое, я вспоминаю студенчество как чрезвычайно интересную пору молодости своей. Я тогда просто была пожирателем книг, и именно образование дало мне понимание того, что я не могу поглотить все, что находится вокруг меня, и я должна дифференцированно выбирать то, что мне, наверное, нужно. Если раньше ты добывал какие-то знания в библиотеках, где-то в каких-то книгах, до которых нужно было докопаться, как вот известный нейролингвист Татьяна Черниговская говорит, что когда я разговаривала с английским своим коллегой, он говорил, что когда я раньше добывал знания, мне казалось, что я заныривал вглубь и доставал жемчужину с дна моря. Да? А сейчас это не так. А сейчас информация настолько распространена, она настолько доступна, что если раньше было больше аквалангистов, то сейчас больше серфингистов. И это еще одна из бед современного мира, что все выбрасывается в Википедию, и ты не можешь быть уверен, что знания, которые ты легко получил, что они достоверные, что они верны, что они не искажены. И вот это вот, может быть, тогда в учебе было больше возможностей, или жизнь заставляла больше заныривать поглубже, чтобы какие-то знания, какие-то специфические получить. И ты попутно еще какие-то черпал знания. Сейчас с этим сложнее. Любовь к познанию мира, она сохранилась вот с той поры, когда я работала в экскурсионном бюро, и туризм зачаровал меня тогда и потом остался навсегда со мной. Вот это вот желание открывать новые страны и желание открывать нашу культуру людям, которые приезжают откуда-то. Наверное, истоки вот этого, они вот глубинные, из молодости. То бизнесу как таковому ему уже лет 30, не больше. И тут, наверное, несколько факторов. Это, наверное, стечение обстоятельств, с кем ты рядом находишься. И, может быть, какое-то предопределение, потому что ты должен этим заняться. Какая-то цепь случайностей. И это уже позже, наверное, когда бизнес как таковой хоть немного состоялся, кто-то мечтал, может быть, там быть в бизнесе. На самом деле это нелегкая ноша. И близкие мои занялись чем-то, а потом рядом с ними каким-то образом оказалась я, потому что я на самом деле
являюсь частью большой команды. И если какие-то достижения есть, это потому что достаточно рано мы поняли, что аккумулируя возможности друг друга и двигаясь в одном направлении, можно большего добиться. Просто я, может быть, видимая часть вот той команды. Когда вот нам предложили восстанавливать крепостные ворота и сказали, вот есть здесь какие-то ворота, и они относятся к периоду вот крымско-татарскому, может быть, вы возьметесь, мы были 7-е, кому это предложили. И пошел процесс восстановления крепостных ворот у Донбазар-ХПС, и долгих 4 года из старых камней мы собирали, это мой брат большей частью этим занимался, собирали старые стены. И в моем первом представлении казалось, что ворота – это нечто плоское такое. Потом мы обнаружили, что они кубической формы, что они достаточно высоты. И вот этот вот очень практически реставрационный подход к восстановлению этих ворот, он так завлек, он так глубинно завлек и привлек сюда, вот к этому восстановлению, очень много интересных людей, археологов, архитекторов, историков. И это, наверное, пошла учеба осознания самих себя, и осознание того, кто мы, крымские татары, и почему мы здесь, и откуда мы здесь, и громадная любовь к тем камням, которые когда-то раньше были. И тогда, когда мы восстанавливали эти ворота, уже мы занимались бизнесом. И не задавались вопросом, вообще заработается ли что-то или нет. Это была, скорее всего, сейчас оборачиваясь назад, я думаю, это, скорее всего, была дань уважения родителям, которые привили безмерную любовь к этой земле и которые прожили нелегкую жизнь, и что-то хотелось вернуть им, и в череде что-то вернуть им гордость за то, что они на этой земле, и за то, что их дети добились того, что они могут говорить о себе от первого лица. Потому что потом, когда после долгих 4 лет, что мы восстанавливали ворота, а год занимались начинкой, первых, кого мы сюда позвали, это были люди преклонного возраста, возраста моих родителей, и я видела, как многие из них плачут. Плачут, потому что впервые они себя почувствовали равными среди равных, и потому, как их переполняла гордость за то, что их условные дети и внуки вжились в эту землю, которую они так тяжело и долго возвращали. Совершенно довольна я. Почему? Потому что наверное, даже и цели не ставились абсолютно никакие, просто ты двигался по этой реке, и она сама выбирала русло. Эти стены сами выбирали, как им двигаться. Мне сейчас кажется, что мы шли просто по наитию, и кто-то нас, взяв за руку, вел. Почему я довольна? Потому что это весьма специфический бизнес. Он показывает часть нашей культуры, и он имеет свои внешние проявления. Он показывает нашу непохожесть, он показывает нашу уникальность, и он показывает нашу принадлежность этой земле. И через демонстрацию вот этой непохожести, вот этой индивидуальности, собственно говоря, мир знакомится с тем, кто мы такие. И это приносит удовлетворение. То есть мы через то, что делаем здесь, мы открываем миру нашу культуру. Гастрономическую, бытовую, информационную. Но это здорово, мне кажется. Когда мы создали этот проект, и он стал успешен, это было удивление для многих, но на самом деле сейчас, спустя годы, оборачиваясь назад, я думаю, да, и не стоит удивляться, это тренд всего мира. Если ты едешь в Италию, ты ешь итальянское мороженое, ты пьешь итальянский кофе, и смотришь итальянские танцы. И почему, когда ты в Крыму, ты не должен увидеть крымско-татарскую еду, людей, которые созданы этой землей, не узнать их истории и не увидеть их бытовую культуру, потому что бытовая культура народа, она тоже формируется из географии, из набора качеств и черт, которые присущи этому народу. И как-то не так давно, 2 года тому назад, мы попытались инициировать круглый стол и собрать бизнесменов, которые не на виду, а те, кто в начале пути, и сказать: а вот оно это есть у нас. Спрашивайте, мы вам расскажем, как мы это делали. И, может быть, это вам поможет. Там, ну, если вот эта подушка из
соломы, то она из соломы должна быть. А если нам не свойственны золото и яркие краски, а некая деликатность геометрическая, то она должна быть, потому что рисунки вышивок, резьбы по камню говорят об этом. И когда мне задали вопрос, а будет ли это выгодно, для меня это был очень удивительный вопрос, потому что мы понимаем, что это однозначно интересно в плане туризма и однозначно более привлекательно, чем условный евроремонт, которым никого не удивишь во всем мире. Когда мы создали этот комплекс, мы были в числе первых. И потом мы столкнулись с тем, что приезжали люди, которые находили нас, и которые не находили нас, и которые разглядывали, и которые уносили часть этой картинки с собой. И нам всегда на самом деле хотелось делиться этими красками, потому что мир, который ты рисуешь сам. У всех есть краски, у всех есть мольберт, но рисунок каждого, он индивидуален. И когда мы поняли, что я поняла в определенной степени, что мы создали некий объект, который копируется, которому подражают, появилось желание все время пытаться быть лучше самих себя вчерашних. Вот сейчас то, чем мы занимаемся, это кофе, и очень глубоко мы тему кофе затронули. Мы создали 2 фирмы, дистрибьюторскую фирму Хромховеса с попыткой войти на рынок достаточно активный. Вот есть такое понятие «Красный океан» и «Голубой океан». На самом деле очень красивое название, но голубой океан – это ты когда как рыба плаваешь, и тебе позволено плавать и направо, и налево. А Красный океан – это когда тебя всегда терзают, и вода в этом океане окрашивается в красный цвет, потому что очень много конкуренции. И вот кофе оказался очень конкурентная среда, это оказался Красный океан, и завоевать его чрезвычайно сложно. А мы создали фирму, которая сейчас существует, Хромховеса, которая предлагает кофе и с кофемашинами достаточно хорошими, и кофеобжарочную компанию. Почему мы прикоснулись к этой идее и почему она нас заинтересовала? Потому что кофе в Крыму был всегда абсолютно, и он был актуален. Крым всегда находился на стыке караванных путей, кофе всегда привозили, и если взять крымских татар, то это глубоко кофейная культура, это не чайная культура. И поэтому в нашем языке есть безусловные слова, которые это подтверждают. Ну, вот понятно, что чайная ложечка называется у нас хаве-хашах, коричневый цвет, мы всегда говорим хаверенко, то есть цвет кофе и так далее и тому подобное. Поэтому кофе и все мои воспоминания из детства, всех праздников – это запах кофе. У нас 2 больших праздника, и всегда он связан с запахом кофе, и поэтому нам захотелось больше разобраться в кофе, и мы понимали, что это очень сложно, но чтобы это делать на уровне, нам надо найти профессионалов, и поэтому пошли поиски. Сначала ростеры, это кофеобжарочные машины, потом людей, которые бы помогли понять. Мы, кстати, нашли человека, молодого парня, ему на тот момент было 24 года, в 2018 году, который стал чемпионом мира по обжарке кофе. Пригласили его сюда на достаточно дорогой консалтинг, он стал нашим другом, и он попытался научить нас понимать кофе на уровне химии. Когда вдруг кто-то говорит: ой, слушайте, ой, а какая музыка у вас интересная, ой, а какой у вас кофе хороший. И ты понимаешь, ну здорово, этот человек уносит понимание о крымских татарах со знаком плюс. Когда приходят крымские татары, очень бы хотелось, чтобы каждый, кто приходит сюда, ощущал себя крымским татарином, расправлял плечи и гордился тем, что в нем текут такие крови. Если бы для всех, кто приходит сюда, мы были бы интересным открытием, тех, кто приезжает в Крым, и для тех крымских татар, которые приходят сюда, ощущают, что это его, и что у него возникает гордость от того, что он татарин, это вот прям самое желаемое и самое важное. И важно, чтобы люди не задавались вопросом, а чей это бизнес, а кто за ним стоит, а чтобы они понимали, что это их национальное интересный бизнес. И что если стол, за которым ты пьешь кофе, невысокий, что это на самом деле, узнавая от экскурсоводов или кого-то, они узнавали, что в этом есть своя философия,
что на самом деле по нашей религии считается, что еда такая вторичная. Первичной твоей думая о будущем, о Всевышнем и о своих детях. Успешность – это совокупность каких-то моментов, которые совпали. Если бить в одну точку, и если есть возможность не ждать сиюминутной отдачи, потому что не все это имеют возможность. Хлеб насущный иногда нужен вот прям сегодня и сейчас. Но если есть возможность отложить вот это сегодня и сейчас на какое-то время, то вероятность успеха будет выше, потому что есть вещи, которые действительно, я с вами совершенно согласна, они в долгую работают. Да? Ты должен бить в эту точку день, 2, 3, 5. И ты можешь, не добив это до конца, это как некая синусоида. За шаг до успеха ты можешь разувериться и уйти вниз. И важно, наверное, дождаться этого шага до успеха. Неважно, в чем этот успех. Люди, которые приходят к нам сегодня, это люди, которые в большинстве своем увидели многое в мире. Те, кого интересует этнография, это люди чуть глубже. То есть тенденция солнца, воздух и моря, оно сейчас поменялось на тенденцию локация, локация и еще раз локация. И те люди, которые ищут историю, этнографию, это, как правило, люди поглубже, люди, которые это же самое искали в других странах мира или в других регионах государства. И надо понимать, они точно понимают имитацию и настоящее. То есть надо пытаться быть настоящими. Надо пытаться быть искренними, потому что когда вот мы только построили ресторан первый год, мы сами мало что знали. Ребят, которых мы набрали, мало что знали. Но такого звездного коллектива у нас позже не было. У всех горели глаза, были искренние улыбки и желание принести людям удовольствие. И это нивелировало очень много. Ну, то есть мне кажется, что один из составляющих успеха – это искренность. Увлеченность и искренность. И если ты увлечен и искренен, и делаешь так, как ты бы хотел, чтобы делали для тебя, то успех будет. А искренность, она же еще и состоит в том, что ты должен к этому приложить трудолюбие. Гораздо проще сделать быстро-быстро из современных материалов, гораздо сложнее искать старые камни, подбирать их камушек к камушку. Гораздо сложнее на стены повесить картины художников, а не их имитацию или не какие-то эстампы. Гораздо сложнее найти настоящих керамистов и почерпнуть и заказать посуду, которая делается медленно, а не взять что-то очень легкое, то, что продается на каждом шагу. Но когда ты идешь по сложному пути, у тебя очень мало конкурентов. И это прям явный факт, что тебе по сложному пути будет идти свободнее. Этнография – это не узкая, а широкая специфика ведения бизнеса. То же самое в гастрономии. Просто есть такие бренды, которые общеизвестны. Это чебуреки и это, наверное, хурабье. И если бы был какой-то приз, который давался бы за, а он наверняка, может быть, где-то и существует, за десерты или печенье, то хурабье вполне могло бы быть номинировано как минимум на это. Почему? Потому что это то печенье, которое чем дольше лежит, тем мягче оно становится, если оно правильно приготовлено. А качество чебурека не столько зависит от начинки, сколько от теста. Вот мы, например, каждый вечер выливаем масло и на следующее утро заливаем свежее. Это очень важный фактор. Сколько есть то, что мы можем черпать из прошлого. И при всем при этом у нас внутри Крыма есть, как в нашем языке есть диалекты, так и есть блюда, которые свойственны южному берегу, степной части Крыма, и они отличаются. Если степь всегда испокон века славилась мясом, мукой и топленым маслом, то южный берег овощами, и, может быть, соленьями, и, может быть, вареньями. И почему бы не вернуть и это? Вот, например, котлама делали всегда в Крыму, в степной части Крыма. Это слоистое такое, без начинки, жареное и печеное. И с удивлением я узнала, что это свойственно почти всем тюркам. И когда я впервые в интернете нашла котлама, туркмены писали «это наше», узбеки писали «нет, это наше», а я его помню с детства как «наше».
и оно есть в 2-3 вариантах. Почему не вернуть это хатлама? Или вот кофе подавались, отдельные регионы Крыма подавали хош-хаймах. Удивительно, это когда хаймах от сваренного молока, пенка от сваренного молока собиралась, прослаивалась медом или сахаром, выстаивали в относительном холоде и, разрезая на какие-то такие отдельные порции, подавали кофе. Такой великолепный десерт, который вместе с кофе мы употребляли и делали зачастую из воловьего молока или из овечьего. А валы до начала Великой Отечественной войны были в Крыму, их называли сусыгыр. Вот, то есть вот какие-то такие забытые рецепты. Если пытаться найти что-то в былом, то это можно сделать совершенно интересным трендом сегодняшнего и завтрашнего дня. Гораздо легче продавать что-то очень известное. А сегодня мы должны отойти от этого, потому что очень многие блюда, которые не являются крымско-татарскими, сегодня считают татарскими: плов, лагман, манты. На самом деле это многие называют узбекским, но половина из них не узбекская, а уйгурская еда. И пусть она вошла и стала частью нашей культуры, но почему их не предлагать под названием узбекская и уйгурская еда? И почему, если мы продаем эти блюда, не вносить наши блюда, пусть они не такие успешные, отдавая им временной отрезок, чтобы стать успешными? Потому что их меньше продаешь, но если там, тут, еще где-то люди будут встречать бурму, они будут спрашивать, что такое бурма. Когда ты идешь куда-то в гости, ты садишься на краешек стула и чувствуешь себя не в своей тарелке, пока не освоишься. А когда ты хозяин, ты знаешь каждый уголок своего дома. Очень важно быть хозяином. Это такое внутреннее самоощущение, которое дает тебе право в чем-то быть более знающим, в чем-то знакомить тех, кто приходит к тебе, со своим домом. И это очень важное качество. Это развернутые плечи, это уверенность. И ведь не просто так наши родители так долго возвращали эту землю. Вот посмотрите, ведь у нас несколько поколений. Поколению наших родителей надо было выжить. Родителей наших родителей, да, вот мои дедушки и бабушки, надо было просто выжить. Нашим родителям надо было вжиться в ту землю, куда их выслали, и дать нам образование. Это был такой приоритет. Каждому казалось, что если я дам своему ребенку образование, он будет жить лучше, чуть лучше, чем я. Нашему поколению надо было просто вернуться сюда, наряду со своими родителями. А у нынешнего поколения у них другая миссия. У нас очень маленький народ, очень. И чтобы мы смогли сохраниться, нам нужно побольше потомков, побольше детей. И поэтому Дорд Бузын Хутараджах или «Спасут нас четверо» — это очень актуально. И это достаточно модно. Очень много есть стран мира, достаточно успешных, где многодетная семья – это прям здорово. И то, что воспитывали в нас в советское время, что 2 детей – это хорошо, 3 – это уже многовато, это устаревшие стереотипы. То есть мне кажется, что поколение наших детей – это поколение, которое должно осознать свою миссию. Миссию, чтобы они, создавая моносемьи, не разнося наш генофонд, рожали побольше детей и чувствовали, и это даст им чувство уверенности, что они хозяева этой земли. Потому что на этой земле у него родилось 2, 3, 4 детей. И если в нашем поколении кто-то говорил: ой, да какие же крымские татары, вы в Узбекистане родились. И на вот этом окончании детородной функции многие женщины родили детей в Крыму, чтобы они назывались крымскими татарами. У этого поколения эта задача уже решена. Все дети, рожденные здесь, они рождены здесь. Важно сохранить самих себя здесь, в Крыму. Это земля, которую мы долго возвращали, и нам жить надо здесь. И нам надо делать более успешной эту землю. И если тебе мир кажется темным, надо просто одну маленькую свечу зажечь, и он станет светлее. В краткосрочной перспективе, 5-10 лет, это может быть и стагнация, не стагнация, это может быть нахождение на одном месте,
более ранний период – это все-таки возрождение, но в более длительной перспективе это все же возрождение. Это возрождение языка, культуры, как вот когда у нас был свой телеканал, это создание моды на свой язык. Это очень важный фактор. Когда не принуждают изучать язык, а самому человеку хочется быть более успешным и знать язык. Потому что это самая болевая наша точка. Это совершенно реальная возможность утраты языка. Понимаете, на самом деле устойчивый автомобиль, который уверенно движется по дороге, он должен находиться на 4 колесах. И народ то же самое. И эти 4 колеса, которые дают динамику движения, это земля, это религия, это язык и это культура. И когда есть некая гармония между вот этими 4 направляющими, то движение, оно может быть очень успешным. На землю, на эту мы вернулись. Мы пытаемся самосохраниться здесь. С религией все нормально, правда, есть разные направления, и это огорчает, потому что наша религия, она в определенной степени всегда еще и имела опору на наши обряды. Это красота нашей земли, нашей культуры, наши обряды. И некоторые течения отвергают, скажем, обрядовость. Мы пытаемся самосохраниться в культуре более или менее, но у нас очень сложно с языком. И это, может быть, не поучение кому-то, это, наверное, то, что я говорю самой себе. Потому что мне самой себе надо пытаться лучше разговаривать на своем языке и доносить это своим внукам. Потому что если они этот язык от меня будут слышать, то это будет язык их бабушки, их мамы, папы, да? Ана, баба, хартана. Это очень важно, вот эта преемственность. С одной стороны, нам важно быть уверенными в себе, а с другой стороны, оглядываться на мир и считать, что мы не исключительны, и учиться лучшему. Просто соизмерять себя с миром вокруг – это очень важно. Есть вещи, которые я не принимаю. А они, возможно, очень необходимы. Это может быть мое очень индивидуальное такое понимание. Вот смотрите, у нас молодежь, которая, с одной стороны, должна учиться и должна получать хорошее образование. Но мы сталкиваемся со следующим. Молодые ребята, которые заточены на учебу, уезжают, они не возвращаются потом сюда. И потом Крым им кажется маленьким, провинциальным, и родители кажутся не совсем понимающими мир, и они остаются где-то. И тешат себя надеждами, что мы поднимаем культуру, мы там язык дома где-то изучаем в далеких заграницах. Для меня это не показательно. Мне так кажется, что наша земля питает нас. И если мы здесь живем, мы как минимум показываем, что люди, которые живут здесь, это их земля. То есть вариант, когда образование получают здесь, а совершенствовать образование уже можно поехать куда-то. В страны Европы или куда, я не знаю, в крупные или города, и тогда вот этот период адаптации к этой земле от 17-18 лет до 20-22 он проходит здесь. И корни пускаются здесь. И год-два, где совершенствуется образование, оно дает больше вероятности вернуться вновь сюда. К истокам, к родителям, к семье. Создать семью, крымско-татарскую семью, это же тоже очень важно. То, что позволено большому народу, непозволительно маленькому. И большой народ, он растворяет в себе малые народы, он их выстраивает под себя. Мы как-то разговаривали с Алексеем Гайворонским, который изучал средневековый период Крыма, и когда я ему сказала, ну почему я именно такая, мне очень хочется, чтобы мы... Он говорит, это свойство всех маленьких народов, ибо раньше все, что приходило в Крым, оно становилось крымским, крымско-татарским и мусульманским, все, кто втекали в Крым. А сейчас каждый, кто уходит, он уносит. Разговариваем в большинстве мы с вами на русском языке. Это легко и просто адаптироваться в другой язык, и адаптироваться не надо. И все, кто создают межнациональные браки, они растягивают, они зачастую не делают крымско-татарскую
татарскую семью крымско-татарской. Они ее делают усредненной. Но я, с другой стороны, понимаю, что молодость и любовь очень важные факторы. А чтобы все было крымско-татарским, нам надо усиливать нашу культуру. И бытовую в том числе, чтобы семья была крымско-татарская, она должна быть показательной. Более эстетичный быт, более вкусные блюда, более глубокие традиции и язык, который сохранится в этой семье. Да? Но это очень сложная задача. Быть самодостаточной, беречь себя путем контроля своего поведения в том числе. И понимать, что женщина – берегиня, хранительница очага, и что колыбельные песни поет женщина, и что если она умная, она воспитает умных детей для семьи, которые будут беречь родителей в старости, что ее основное предназначение – расцвести, дать плоды, здоровые, красивые, которыми потом можно гордиться. И очень важно на сегодняшний день понимать, что много детей – это здорово, это модно, это опора, и это важно. Бывают исторические процессы, а на пути нашего народа их было очень много, когда человек замирает, и народ замирает, и находится в состоянии, состоянии этого замирания. Нужно сказать, что сила не в страданиях, сила в том, чтобы двигаться. И переосмысление и движение, за этим будущее. Надо просто продолжать двигаться. Надо учиться искусству маленьких шагов. И надо продолжать двигаться. Нельзя засунуть голову в песок и сидеть. Надо двигаться в том, что ты умеешь, и в том, в чем возможно. Вот, например, если говорить о самоидентификации, есть же возможность построить свой дом в крымско-татарском стиле. И есть возможность, когда ты заезжаешь в компактные места поселения крымских татар, когда дом говорит о том, что он крымский татарин своей архитектурой. То есть создавать жилища, которые несут в себе вот эту составляющую национальную, одевать элементы одежды, которые несут, владеть своим языком или изучать его, привлекать совершенные и современные средства коммуникации и средства современной техники, чтобы доносить язык, его переводы, создавать курсы, которые в онлайне будут работать, а не в офлайне. То есть, я не знаю, находить какие-то новые методы самореализации с национальным ярким лицом. Когда ты молод, твои смыслы – это целые романы и повести. Чем старше ты становишься, тем больше это тезисы. Вообще смыслы – это тезисы. 1, 2, 3. Смыслы – это жизненные ценности. А чем человек больше проживает, тем больше он понимает, что их совсем немного. И чем меньше смыслов жизненных, тем более яркие они. Потому что все второстепенное, оно отлетает, отпадает. И когда вот эти смыслы и ценности сожмутся до пунктов 1, 2, 3, 4, можно будет понять национальную идею и, наверное, говорить о ней достаточно ярко. Я точно знаю, что конечный результат смыслов – это человеку быть счастливым. Счастлив человек когда добрая память о стариках, если они уже ушли, или добрые отношения, когда они есть. Это дети, которые счастливы, которые дарят внуков. Это созидание, что ты что-то делаешь. И вот эти вот очень простые вещи создают ощущение счастья.